Молодому поколению что пожелаете? Молодому поколению прежде всего здоровья. В любом случае наука требует здоровья. Если ты больной и не можешь выдерживать нагрузки, это уже минус. Правда, я всю свою жизнь, молодые годы был больным, но ничего, все неплохо получилось. А здоровье – это очень важно, потому что нездоровый человек, он не может выдержать нагрузки. А наука требует больших нагрузок. Вот. Во-вторых, я молодым хотел бы, чтобы они были в какой-то мере свободны от давления великих ученых. Иногда они должны проявлять такую самостоятельность, иначе нельзя. Потому что если молодые не будут осваивать новые методы, если молодые не будут, так сказать, учиться собирать факты, накоплять их, если молодые не будут осваивать новые методы, то ничего доброго из науки не выйдет. Потому что надо сказать, что в науке при решении любых вопросов мы должны исходить из того, что над этой проблемой работали многие поколения ученых и не менее умных, а даже в некоторых случаях более умных, чем, скажем, наше поколение. Если молодой не найдет своих методических подходов, то он не сможет продвинуться. Вот. Ну, если, скажем, вот наш основатель, можно считать, нашего института и основатель какой-то меры якутского филиала как такового, Всеволод Петрович Дадыкин, он две вещи установил. Так называемый метод изолированных температур. Это маленький такой прием, с помощью которого можно изучать развитие, скажем, корневой системы, создавая им этих методов изолированной температуры. Поэтому создавая разные температурные условия. Это маленький методический прием, но он дал возможность создать новые направления. Во-вторых, он придумал так называемую термовегетационную установку Дадыкина, которую здесь реализовал, в том числе у нас в Якутии. И это дало возможность продвинуться, потому что без новых методических подходов, методологических в том числе, науке новые шаги сделать трудно. Ну и, наконец, молодые ученые должны научиться работать в коллективе. Сейчас ученые-одиночки становятся все менее понятыми. Сейчас, если ты не научился работать в коллективе, то очень трудно будет, потому что время ученых-одиночек ушло. Вот я все хотел сказать для молодых. Спасибо, Никита Гаврилович. Ну все.
80 лет назад была окончательно снята блокада Ленинграда. Что значит блокада Ленинграда в истории нашей страны? Это, конечно, беспримерный героизм жителей и воинов, защищавших Ленинград. Это дорога жизни. Это подвиг обычных жителей, которые 872 дня, несмотря на страшные лишения, голод, холод, бомбежки, работали, трудились, помогали фронту, защищали свои предприятия, учреждения, дома. И вот эти факты, они раскрываются очень компактно, емко вот в этой экспозиции, которая нам предоставлена Санкт-Петербургским историческим парком и была подготовлена специалистами, учеными по заказу правительства Санкт-Петербурга. Мы знаем о том, что якутяне участвовали в боях за Ленинград. Участники театральной студии Островского ушли на фронт. Из них были и те, которые достигли очень больших результатов. Допустим, снайпер Муреев сразил 63 фашиста. Это наши девушки, которые работали на оборонных предприятиях и помогали защитникам Ленинграда. И эта выставка, она призвана напомнить нашим жителям Якутии, нашему подрастающему поколению о том подвиге наших предшественников в заботе и защите своей Родины. В историческом парке «Россия. Моя история» состоялось торжественное открытие иммерсивной выставки «Просвещение. Большие перемены». На открытии присутствовали приглашенные гости, заместитель министра науки и образования Республики Иннокентий Анатольевич Афанасьев и начальник управления образования города Якутска Мария Петровна Петрова. В общем-то, скажу, что эта выставка демонстрирует движение от прошлого к будущему нашей системы образования. Я думаю, что эту выставку будет интересно посетить и ребятам, и их родителям, и учителям. Здесь вы увидите, какими были раньше наши школы, какими сложными, трудными были 90-е годы, и как сейчас совершенствуется наша система образования, и как реализуются национальные проекты по всей нашей стране. После торжественной части были проведены экскурсии, на которые посетители смогли ознакомиться с иммерсивной выставкой «Просвещение. Большие перемены». Очень интересная выставка, которая показывает достоверно и обширно период истории образования России с 80-х годов и до наших дней. Это были переломные моменты для образования, и мы сейчас окунулись и в свое детство, и в свою юность, и во взрослую жизнь нашу, и действительно очень хорошо отображается и условия, в которых учились, и те тенденции, те ветра, которые шли в целом в обществе в отношении образования. Внимание государства к образованию, потому что образование – это одна из главных наших ценностей. И отрадно, что именно у нас в России образование является и бесплатным, и доступным, и качественным. И эта тенденция сохраняется. И, конечно, проделан огромнейший путь от того, что в классе стояла только парта, стул стоял и висела доска. Сейчас очень насыщенная образовательная среда. Для учителей много интересных возможностей заинтересовать детей. Ну а дети сейчас, получается, что могут получить информацию из различных источников. Но мы видим, что главным действующим лицом был, есть и будет учитель. И нам очень важно, чтобы наши учителя и, конечно же, наши дети знали о том, как образование развивается, меняется, но при этом вместе с образованием развивается и само общество, экономика. Поэтому тот, кто дорожит образованием, кто ценит образование, тот всегда будет успешным, на коне и счастливым человеком.
Данная выставка мне очень понравилась на самом деле, потому что я окунулась и в детство, и в юность, и в студенчество, и в свое настоящее профессиональное, да, как бы то, чем я занимаюсь. На самом деле очень круто, что делают такие выставки, потому что это интересно не только нам, да, людям, которые занимаются образованием, но и сегодня на выставке пришла моя дочь, которая тоже узнала очень интересные вещи, именно откуда появилось образование, какие были изменения в этом, как реагировали дети, да, какие были трудности, особенно вот в перестройку, да, что поменялось с этого времени. То есть выставка действительно очень интересная, я думаю, очень полезна как раз для детей в первую очередь, да, чтобы посмотреть, как было и как становится сейчас. И это очень здорово. Мне выставка очень сильно понравилась. О будущем, о прошлом образовании. И тут есть очень много интересного. Например, как тесты, показатель будущего и о твоей профессии. Хотел бы всем посоветовать тут побывать. Насчет выставки я могу сказать только положительные эмоции, потому что это, правда, очень интересно окунуться в советское, постсоветское время, то, как жили люди, узнать. Лично для меня, подростка 21 века, это крайне было интересно. Мне кажется, данную выставку нужно популяризировать, чтобы как можно больше подростков, детей узнали о том, что было в то время, что нас может быть ждать в будущем, потому что все наше будущее будет только в наших руках. На втором этаже исторического парка также открылась выставка, посвященная истории образования, предоставленной Музеем истории 26-й школы. В рамках открывшейся выставки «Просвещение. Большие перемены» мы открыли вот небольшой вот такой экспонаты, вот, да, наши экспонаты, которые с нашего школьного музея, школы номер 26, которые посвящены вот именно атрибутике вот, просвещения, образования советского периода времени. Самые старые экспонаты, наверное, даже вот еще с 1950-х, 60-х годов. Ну, как вы видите, здесь представлены учебники, дневники, тетради школьников, да, портфели, школьная форма, пионерские барабаны, горн, ну и так далее, галстуки. Вот нынешним школьникам, конечно, будет очень интересно посмотреть, как же учились их бабушки и дедушки. Иммерсивная выставка «Просвещение. Большие перемены» и экспозиция «История образования» продлятся до 10 марта.